Так, мы вроде бы уже в эфире. Раз, как слышно. Если нас слышно, просьба написать комментарий. Сегодня у нас очень интересная беседа с очень интересным человеком. Это Адам Костоев. Он арт-директор ингушской студии, гейм-студии Intenziben. Я правильно сказал, Адам? Все правильно. И задавать вопросы будут Джабраил. Джабраил. У нас несколько Джабраилов. Это тот Джабраил, у кого болел зуб, и он тогда хотел не прийти на интервью. Вот. И Берт. В общем, сегодня мы поговорим о том, Адам, с чего вообще все у вас это начиналось и к чему вы пришли. И в процессе мы будем задавать вопросы. Наверняка многие уже слышали о вас, о вашей деятельности, о студии Intenziben. Наверняка вам уже много раз задавали эти вопросы, но все-таки, я думаю, есть еще большая часть аудитории, которая о вас ничего не знает. И поэтому хотелось бы, Адам, чтобы ты немного рассказал о себе, чем ты занимаешься, и дальше продолжим тогда. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Самый мой нелюбимый вопрос, когда спрашивают обо мне, чем я занимаюсь. Но с этого начинаются все интервью. Я занимаюсь, в общем, работаю здесь в Intenziben, разрабатываю игры, попутно пытаюсь преподавать то, что сам умею, потому что хочется все-таки растолкать и разогнать эту индустрию у нас на территории. Тем более, что очень большой потенциал видишь и много потенциально талантливых людей уходят вообще не в ту степь, тратят свое время, деньги, силы не на те профессии. И, в общем, можно сказать, мы почти первооткрыватели, это всегда трудно, недопонимание со всех сторон. Но, в принципе, продвижение зато есть. Это радует. Давай тогда откатимся назад с самого начала. Вот какое образование ты получил, Адам? Какой университет ты закончил? Или закончили? Вообще по таланту я художник. Можно на секунду откатимся? Я не понял именно должность. То есть не то, что должность, а вот именно какой частью работы ты занимаешься. Должность арт-директор. То есть у меня получается художественный отдел, я должен сводить с отделом программирования. Вот как раз вопрос о моем образовании сейчас даст больше понять, почему именно так. Всё. В общем, сам я художник, дизайнер, но так получилось, что когда я пытался куда-нибудь попасть на учебу, у меня получилось попасть на программирование, хотя я представления не имел, что это такое. Оказалось, что это тоже мне очень близко и есть талант. Я быстро приноровился, быстро наверстал все. Хотя и не стал продолжать в этом направлении, но знание, понимание всего этого осталось со мной по сегодняшний день. И вот таким образом получается, что я как будто бы переводчик между художниками и программистами. То есть я понимаю и тех, и других, и достаточно хорошо объясняю буквально на пальцах, что надо. Да, это круто, кстати, очень ценится, когда дизайнер может разговаривать на языке программистов, и ты намного лучше коммуницируешь. А сколько у вас в штате сейчас человек? В команде? Скажем, костяк у нас 4 человека почти всегда был. А так бывает, что мы кого-нибудь привлекаем, какие-то дополнительные силы. Есть у нас такие внештатные, скажем так, сотрудники, которых мы призываем при увеличении там объема работы или каких-то заказов. Чисто на аутсорсе, да, по удаленке?
Да, бывает на аутсорсе, можем здесь разместить, смотря как, по-разному. А как получилось, Адам, так, что ты закончил программирование, обучение на программиста и стал дизайнером? В какой момент это произошло? Скажем так, что я дизайнером был еще до того, как стать программистом. Просто я скорее вернулся, я все это изучил и вернулся обратно. На сей раз я уже лучше понимал дизайн, именно через призму кода, через призму программирования. Я начал намного лучше понимать, и я стал таким техническим дизайнером. Во мне, конечно, приходится постоянно душить именно художника. Художник и дизайнер – это все-таки разные вещи, да. Художник там может 10 лет вынашивать свою шедевральную идею, с мучениями ее родить там, и все, да. А дизайнер – это промышленная машина, там нет места для переживаний, сопереживаний, это надо делать и все. И поэтому иногда, особенно раньше, меня немного уносило, я начинал там с клиентами спорить, мне было тяжело сделать какую-то неприятную или неправильную штуку с моей точки зрения. Но теперь уже все, я вообще без вопросов, я поумнел или не знаю, или поглупел, как это можно назвать. Сказали, сделал, все, получил свое, там, допустим, и все, и больше не парюсь, не переживаю. Единственное, я в портфолио могу не положить некоторые работы, и все. Ну, это правильный подход. Расскажи, Адам, с чего все начиналось? Как ты вообще познакомился с ребятами, с которыми ты все это время работал? Ну, после учебы, когда я приехал, я учился в Нальчике, когда я вернулся, я, как и все ребята, после учебы ищут любое место, да, куда можно попасть. Я оказался в банке. И в банке почему-то мне сразу, неопытному человеку, предоставили очень тяжелую должность. Сейчас бы вспомнить полное название. В общем, слежение за легализацией доходов, да, вот это вот все. Я должен был следить за тем, чтобы всякие плохие деньги не проходили. Ну, мы знаем, как работают банки, там все деньги нехорошие, а я скорее как прикрытие. Но тогда я этого не понимал, но на мне лежала страшная ответственность. Я боялся, что я что-то сделаю не так, где-то ошибусь, то будет там чуть ли не конец света. И потом, после этого я вышел к Ханифе Аздоевой. Помните вы или нет, New Star Да. такая штука, да, где тарелки ставили. В общем, поработал я у нее, посоздавал сайты. Это был 2009 год, по-моему. Поработал, ну, недолго. Потом мой друг увидел объявление в berkat.ru. Там было объявление, что его знакомый, дальний родственник, по-моему, даже набирал группу единомышленников, чтобы создавать игры. Конечно, я посмеялся. Я, как и все, тогда просто взял и посмеялся. Подумал, что значит, это бессмыслица, да? Хотя к тому времени я уже где-то что-то делал с играми, да, там какие-то пытался моды делать, там ковыряться в файлах любых там всяких игр, что-то менял и получал с этого удовольствие даже. А еще, если брать дальше, я еще и в школе на тетрадках рисовал всевозможные игровые уровни, там развлекал весь класс. То есть, по-моему... Делал мультик кадрами, да, вот так, пальцем. Мультик кадрами это еще не так страшно. Бывало, что я рисовал целые уровни со всевозможными там преградами. Все это закрывал картонкой, в которой у меня была вырезана дырка. И туда, в общем, я клеил скотч. На скотче у меня был маленький персонаж. И картонка служила как бы закрыванием всего остального уровня. Вот я как бы делал такой вид, типа этот персонаж гуляет по этим тоннелям. И тогда родился персонаж Калой. Нет, Калой появился позже. Так вот, там были цифры 1, 2, 3, я там одноклассников спрашивал, что ты выбираешь, 1, 2, 3, там и так далее. Потом либо они в ловушку попадали, либо, ну, в общем, вот такие вот глупости были. Но задатки разработчика, видимо, уже тогда показывали себя, просто я их еще не до конца сам понимал. У тебя было понимание, Адам, с самого начала, может быть, даже со школы, что ты будешь заниматься именно
играми, может быть, или просто дизайном? Не было, честно. Это, ну, наверное, все этим болеют, да, когда они себя не видят толком, будущее свое не видят. И я помню, как один мой знакомый чеченец, приехав с Грозного, по-моему, рассказал мне про Photoshop. Но он тогда не знал, как это называется, по-моему, но он сказал, что, представляешь, у нас там могут сделать, там, типа, ты стоишь с кинозвездой там рядом. И почему-то во мне это так сильно зажгло желание узнать, что это. Я помню как. И я понесся, купил книгу по Photoshop. Я узнал про Photoshop в какой-то из игротек. Не игротек, а как они назывались у нас? Интернет-клубы тогда. Да. Узнал, что это за программа. Купил Photoshop. Была версия тогда очень старенькая, то ли 7, то ли что-то еще постарше. И залип, в общем. Неделю я буквально без сна, без еды, можно сказать, зачитывал эту книгу. Не было ни компьютеров, ни у меня, ни в школе, ни во всей республике тогда почти этих компьютеров не было. Я их себе рисовал, я зарисовывал все это на бумажках, на тетрадках. То есть воображение раскрутилось настолько мощное, что я практически, можно сказать, во сне и наяву видел компьютер и все это изучал. Потом повезло, и в школу как раз завезли компьютеры, компьютерный класс. И вот вся эта моя теория должна была куда-то вырваться. Я попросился в этот кабинет, кое-как установил Photoshop, и все. И меня прорвало, там столько практики было, я там такие шедевры творил. Я даже сейчас оглядываюсь, понимаю, что это было очень Как так у вас непросто. получилось в школе, что был свободный компьютер, на котором можно было делать что-то помимо игр? Обычно на всех компьютерах бывают очереди за играми. Скорее было наоборот. Был кабинет с компьютерами, но не было тех, кто в этом во всем разбирается, кроме меня, ну и парочки моих друзей. Вот. И помимо того, что мы там могли зависать и прогуливать, так, я сказал прогуливать, если нас слушают дети, я сразу хочу сказать, что это очень плохо, прогуливать нельзя, учиться надо. Так вот, мне дали, я уже не помню, то ли мне дали ключ, то ли мне отпирали кабинет, когда я просил. В общем, у меня такой статус появился даже в лице самого директора, что я туда уже мог попасть просто по зеленому свету, да. И потом приходили всевозможные комиссии, смотрели, что там происходит, и меня туда гнали. То есть я отдувался и за младшие классы, и за свои классы параллельные. Типа вот мы там сидим, разбираемся в компьютерах и так далее. Затем пошел на учебу после школы. Ну, дальше, как я сказал, по объявлению посмеялся. Через неделю все-таки решил позвонить, и вот я здесь. Так что не смейтесь никогда, не зарекайтесь. Да, ну ты сказал, что ты посмеялся. Ну как ты тогда с ними связался дальше, как это произошло? В общем, сами знаете, когда у вас какая-то навязчивая идея в голове, и весь мир начинает вам после этого уже намекать, подсказывать, ставить знаки, появляются всевозможные люди и так далее. И вот я с работы, у меня что-то как-то не шло, что ли, или я подустал немного. И решил набрать. Набрал, и мне сказали, а давай приходи, посмотрим. А у меня были зарисовки, тетрадки, вот эти фанатские мои, в общем. А кто собирал-то, кто звал тебя? Это был Гилани Парагульгов, все тот же директор, который и сейчас. Вот. Он тогда был одержим идеей создать стратегию, то есть у него была такая идея, над которой он очень долго думал. А чем он вдохновлялся, какой игрой? В общем, он в основном, насколько он говорит, это с его слов цивилизация. То есть он очень любил цивилизацию. И вот он хотел что-то наподобие этого сделать. Даже название было «Клио». Наши первые попытки, то время совсем, когда информации мало, инди-разработчики, понятие вообще инди тогда было почти на рассвете, может, даже еще до рассвета был далеко. Тогда нам понятно, не существовало инди, просто были небольшие группы. Ну и мы своими силами что-то там пытались на этом движке. Огр, я помню, там почти все надо было руками писать. Получали первый, да, был такой движок открытый. И мы получали первые маленькие результаты, да, там, например, мы пытаемся сделать ураган,
там Гелани пишет код, я пытаюсь нарисовать все необходимые. Гелани сам программист, да, параллельно? Да. Мгм. Вот, я рисую эти маленькие элементы, то есть получается так, что я в голове представляю, что если я нарисую вот такой вот элемент и в купе с тем самым кодом получится именно то, что должно получиться. И когда ты это все складываешь и получается именно как ты хотел, это удовольствие, я не знаю, это, наверное, не передать. Вот Обычно, какое-то открытие, наверное. да, обычно в спортивных играх, да, тоже такое бывает, когда ты думаешь, ох, сейчас ударю мяч ногой, именно так, и он залетит там именно в дальний угол, минуя там вратаря. И когда все так и получается, вот эта эйфория внутренние взрывы мозга, вот что-то типа того с каждым разом. Ну и по сегодняшний день мы вот Вас увлекаемся. двое было изначально или кто-то еще был с Нет, вами? нас было 4. Нас Кто еще двое было? практически нас было сразу 4. Некоторые через какое-то время все-таки ушли, некоторые ушли и вернулись. Но Мгм. последние лет 10, наверное, у нас одна и та же команда. Вот. Получается, Нальгиев Муса, я, Парагульгов Гелани и Костоев Хадис. Мгм. Адам, у тебя, наверное, тебе вот этот вопрос уже надоел, скорее всего. Почему интенсивен? Что это означает? Как вы придумали это название? Я ждал этого вопроса, и поэтому есть хороший ответ. Я не знаю. Наш директор никак не хочет сказать прямо. Все, к чему он сводит, он говорит, что ему приснилось это слово, оно ему понравилось и так далее, и так далее. То есть Ну оно вот, не имеет никакого значения. да, оно поначалу нам самим резало слух. Мы пытались, конечно, как-то повлиять на то, чтобы он что-то поменял, но, как видите, безуспешно по сегодняшний день. Единственное, есть такое что-то вроде подбренда, это сокращение, то есть у нас получается InZip, Мгм. оно же у нас в логотипе написано, то есть оно же похоже на цифры, и в то же время там спрятано слово InZip. Ну, в принципе, я думаю, это название все-таки так нормально зашло, и оно запоминается, и яркое название может быть Ну, в первый оно раз. как минимум уносит отсюда от какой-то действительности, он как будто бы не местное название, что-то такое. Мало того, было, Какое-то, мы когда Немецкое название. мы да. когда с Мархиевым Исламом пытались преподавать, да, еще тогда, в 2015-м, я помню, как к нам бежали ученики, говорили, что не здесь ли у вас работают ребята, которые с Германии приехали, Да. обучают там. То есть оно действительно влияло как что-то такое Сейчас в Google забугорное. переводчик забил интензивен с определением языка, и он единственное на славянском нашел интенсивен, Да-да. интенсивно. Адам, давай коротко пробежимся по тем играм, над которыми вы работали до текущей игры Diesel Guns. В общем, если сейчас вспоминать, то, как я сказал, первая была Клио, которую мы потом приморозили, потому что появился движок Unreal, и он был очень привлекателен, и мы перекинулись на него, ту идею приморозили и решили немного потренироваться на Unreal. Тогда появились вот эти вот планшеты от Apple. Это практически была новая, неисследованная платформа. У нас был один такой планшет, и мы начали на него делать игры. Была такая игра Баг-Баг называлась. Там надо было пальцем жучков давить. Ну, в общем, казуальщина, но я помню, как мы заморачивались, хотя это было намного проще сделать, но мы очень сильно увлеклись. Мархиев Ислам тогда, кстати, был с нами. Записывал все эти ужасные звуки давящихся сочных тараканов, хлопков этих. Вот. Потом у нас была баллиста очень амбициозная и заточенная прямо под тач устройство игра, где ты управлял этой баллистой, должен был метать камни, и от уровня к уровню, то есть тебе надо было свайпами быстро отрегулировать вертикально, горизонтально, потом еще натянуть эту тетиву, и все эти переменные ты должен был идеально подстроить, настроить, чтобы безошибочно там попасть в цель. И бывало такое, что платформа могла двигаться, если
вы сейчас поищите, я даже не знаю, есть ли в интернете вот это вот самое баллиста, да, где-то она у нас даже ролик сохранился. Это же мобильная игра была на андроиде. Была мобильная, да, на андроиде. Так вот, это все превратилось в РПГ, там можно было наворачивать эти камни, которые ты метаешь, что сначала они были кривые и не аэродинамичные, потом ты получал более круглые, потом свинцовые, взрывные и так далее. Ну и саму баллисту ты наворачивал, потому что были вражеские баллисты, которые по тебе стреляли, и у тебя баллиста должна была по частям отваливаться, и ты туда ставил всевозможные щитки, там, защиты и так далее. Короче говоря, эта игра была так исторически, я бы сказал, сложилась, что она пришла к тому, что это была очень физическая игра, где ты должен был еще на скорость работать. И удовольствие от нее было очень сильное. И такой игры не было, с такой разрушаемостью и физикой игр в App Store тогда не было. Зачастую потому, что люди более App скромно... Store или Play Market? Нет, это был App Store на Apple. И люди просто подходили намного скромнее, а мы вот, как всегда, разгулялись, и получилось, что у нас... Слишком тяжело. Да, Сейчас очень не серьезно. считаешь, что вы перемудрили? Э, Что надо проще делать для мобильных устройств? Да, мы намного, можно сказать, поумнели после этого. Можно было попроще сделать, но я не жалею, потому что это был колоссальный опыт, который нам пригождается по сегодняшний день. Да? Эта игра была игра-толчок для нас. Выстрелить не получилось, потому что этот рынок очень быстро заполнился, конкуренция невероятно быстро взлетела, и там решали уже деньги. То есть, если у тебя даже гениальная игра, она могла лежать где-то там на 100-й странице, только потому что кто-то проплачивает свои менее удачные игры. Да, ты захотел во что-нибудь поиграть, решил зайти, а тебе в лицо тыкают там десятком проплаченных игр, ты перепробовал их всех и уже расхотел играть, пошел дальше, положил там устройство и ушел. То есть было очень тяжело конкурировать. В принципе, ничего не изменилось, по-моему, по сей день. Да, по сегодняшний день там очень жестокий рынок, там конкуренция жестокая, деньги огромные. То есть больше, чем на разработку денег, да, больше, чем на разработку, по-моему, денег надо гораздо больше на раскрутку, на маркетинг. Кстати говоря, разработка очень ушевилась сегодня, на самом деле. Индустрия пошла очень навстречу к инди-разработчикам. Очень много доступных и при этом очень мощных, качественных инструментов сегодня. Но конкуренция растет, индустрия растет. Если там пару лет назад киноиндустрия принесла порядка 60 миллиардов долларов, то в тот же год игроиндустрия принесла 160-150 миллиардов долларов. Ну и понимаете, да, тот, кто в деньгах, он все это как бы мониторит и начинает бежать туда, нестись. Даже, может, вы слышали новость, что Сбербанк, ныне Сбер, да, он тоже там начал щупальца свои пускать в игровую индустрию, то есть переключили свой приоритет с чисто банковской финансовой деятельности на IT и в частности, игровую индустрию. Это можно даже судить по недавнему конкурсу, где российская команда по доте выиграла сколько там миллионов долларов? 18 миллионов. 18 миллионов Бюджет долларов. был 40, общее, первое место 18. 18 миллионов долларов пришло в Россию. Вы себе представляете, немногие фирмы могут похвастаться тем, что они в Россию привнесли такие деньги. Тем более такие, казалось бы, в глазах некоторых консерваторов несерьезные индустрии. Адам, после игры Баллиста, что у вас было еще? Берт, смотри, здесь просто в комментариях вопросы еще задают. Да, я просто хотел их попозже задать, когда мы перейдем. Мне кажется, сейчас момент, когда он рассказывает, это будет актуальнее. Типа, вот, допустим, спрашивают, на каком движке сделана была игра Баллиста? Про Баллиста? Баллиста игра была сделана на UDK, это Unreal, можно сказать, третий был тогда. Это был третий Unreal. Сразу переходя к вопросу Берда, можно сказать, что
тогда же вот мы практически занимались и не могли понять, почему наша игра не выстреливает. Ведь она такая хорошая, классная, мы так сильно стараемся, делаем все качественно, пытаемся не халтурить, да. И тут выходит Unreal 4, у него намного более доступная финансовая модель, намного более мощный инструмент, и мы начинаем себя пробовать. Там были такие демки, типа можно попробовать, да, и среди них была демка с машинкой. Вот мы все это попробовали, пошли перекусить в кафе, помню, как сейчас сидели в кафе, сидели. А мы частенько вспоминали Виджиланту, потому что я, например, в игротеках протирал штаны, в основном играя в Виджиланту, мне она очень нравилась. Ну и наши ребята тоже часто в нее играли, и мы часто любили там затрагивать эту тему. И как-то, сидя в кафе, думаю, а давай-ка просто приделаем там пушки к машинке уже готовой, посмотрим, что это вообще такое. Это не вот эта машинка, которая сейчас основной там идет, не она была в Нет, демке? нет. Ту машинку мы со всеми почестями отпустили и похоронили. Она у нас долго еще присутствовала, отдавая дань, да, к тому моменту. Но она принадлежала Unreal, и она в конце концов смотрелась непрестижно. То есть, если кто-то и делал, пытался что-то там про гонки делать на Unreal, то обязательно эта машинка должна была там присутствовать. А какая модель, не помнишь? Это был джип, модель там, конечно, не обозначена была, что-то вроде пляжного джипа. Вот всё кто понятно. более-менее пытается там что-то делать на Unreal, сразу поймет, о чем я говорю. Вот, мы сделали 4 этих джипа, скопировали, ну, приделали какие-то там финтиклюшки, просто условно считали, пусть это будет оружие там. Проверили какой-никакой сетевой код, то есть давай здесь я стреляю, и попадает ли там в тебя. И все, вроде бы зашло, нам самим понравилось. То есть секрет, кстати говоря, был в том, что мы очень быстро получили рабочий прототип. Это очень важно. Я дальше постараюсь это затронуть еще раз. Рабочий прототип, где ты уже можешь гонять по одной и той же карте вчетвером и даже пытаться друг в друга чем-то там стрелять, да. И мы загрузили это дело в App Store. То есть мы еще тогда не отошли от App Store, мы все еще почему-то Подожди, за верили. какое время вы это сделали? Это была неделя. То есть мы за неделю собрали вот этот вот прототип. То есть изначально игра была на мобильной Нет, платформе? Unreal позволял и позволяет по сегодняшний день делать хоть на мобильной, хоть на десктопной, хоть на консольной. Diesel Guns можно запускать на телефоне или как? Сейчас нет, тогда да. То есть его родиной это были как раз мобильные платформы. Там она и родилась. И, разумеется, опять ничего не выходило, там пару скачек, пару покупок, да. Отзывы, конечно, если они и были, все были счастливы, потому что их все устраивало, но их было мало. И вот я отлучился в Москву, мне нужно было в Москву, и ребята в то время закинули ее в Steam Greenlight, то есть ранний доступ. Steam Greenlight, есть такая, была, сейчас ее, по-моему, прикрыли. Ты мог закинуть незаконченную игру, и сообщество уже голосовало, хочет ли оно такую игру в Steam или нет. Ну и за нас проголосовали очень большое количество людей. Это предрешило, можно сказать, наше дальнейшее действие. Мы поняли, что надо отказываться от мобилок, на Steam намного больше шансов. Вот мы дальше начали работать, и очень года 2 мы там практически разрабатывали и тренировались попутно. Потом в Москве была, я уже, к тому времени вернулся, в Москве была выставка, игровая выставка. Мы решили туда пойти, поспрашивать советов бывалых, да. И, собрались, нашли финансы, отправились в Москву. И там был такой интересный эффект. Кстати, Берт, я тебе отправлял фотографию, да, вот эту черно-белую. Это мы тогда сделали. Это где мы еще молодые, неопытные. Был большой эффект, особенно, вот я по себе могу судить, да, что когда мы пришли, показали то, что мы сделали, выглядело так, как будто это мы их должны чему-то учить, потому что все ребята, которые там собрались, в основной своей массе, это были какие-то начинающие мобильные разработчики, которые делали какие-то там шоколадки, конфетки, там вот это вот все, что на телефонах бывает, да, несерьезное, цветное, яркое, но несерьезно.
И мы получили большой плюс к уверенности и к профессионализму, то есть к самооценке. И вернулись оттуда и схватились еще пуще прежнего, да, за свою работу и начали дальше. Интернет тем временем развивался, игровое инди-сообщество развивалось, информация, инструменты также развивались. Вот, и мы продолжили дальше работать. К сожалению, у нас в этом проекте большой минус был в том, что мы подходили творчески, то есть это была не какая-то бизнес-модель, где все было расписано по дням, по пунктам, по рублям, а мы вот смотрели, о, пушка нравится, не нравится, оставляем, не оставляем и так далее. Поэтому все это дело затянулось. Ребята, если будете делать игры, творчество это, конечно, хорошо, но не мешало бы хотя бы маломальски что-то расписать на бумаге, хотя бы минимум для самих себя. Потому что на стадии бумаги у вас добрая половина может отсеяться ваших идей и всяких заблуждений. Поэтому это очень важно. Адам тут спрашивает, какой у вас был бюджет, когда вы делали все это? Был ли он вообще? Бюджет был папины и мамины деньги, которые они нам давали на покушать в обед. То есть рублей по 100, по 150 у каждого, плюс на дорогу уходило. То есть кроме этого вам не надо было вкладываться ни во что, да? Нам, да, как я сказал, тогда очень быстро появились инструменты, но контента не было. Контент мы уже умели делать сами, да. Нужна нам машинка, мы ее сами могли сделать. Нужно нам что-то, мы могли сами Все сделать. все на Unreal, да? Да, Unreal все делалось бесплатно, да? на Unreal, да. Unreal был условно бесплатный, то есть чтобы им заплатить какую-то часть, ты должен был там миллионы долларов сначала заработать. Но мы были и рады заплатить, заработав эти миллионы. На сегодняшний день модель сохранилась, да, на Unreal? На сегодняшний день, по-моему, у них сейчас уже что-то там поменялось. В общем, я сам, честно говоря, даже не слежу, но я знаю, что он еще доступнее стал, практически открытым стал, и этим самым он очень сильно вперед выбился. Потом компания Epic Games, да, вот эти держатели Unreal, они создали игру, называлась Paragon. Хорошая была игра, к сожалению, закрыли. Мне очень прискорбно с тех пор. Это была одна из немногих игр, на которые я готов был неделями не слезать играть. Так вот, и вы помните, наверное, момент, когда Battle Royale вдруг начали быть популярными, да, PUBG там и так далее. И у Epic Games был проект Fortnite. Тогда еще это был не тот Fortnite, который сейчас. И там ребята решили, давайте быстро тоже соберем за 40 дней там режим такой, да, королевской битвы, и дальше продолжим работать. Вот они собрали, сделали бесплатно, и бум, произошел вот этот вот колоссальный бум, когда внезапно в них начали стекаться все деньги чуть ли не всей игровой индустрии. И также очень, к счастью, очень к месту оказалось, что Тим Свини, директор, да, вот этого Epic Games, сам, будучи программистом, сам бывший студент, который также проходил через все эти тернии, как и мы, он не оказался жадным и плохим человеком. Он вдруг начал все эти же деньги вливать в игровую индустрию и делать все, что можно, доступным и бесплатно для разработчиков всего мира. И таким образом Paragon игра закрылась. Весь контент Парагона стал доступным бесплатно, а там было контента миллионов на 13, по-моему, долларов. Дальше больше, в общем, Fortnite раздувало с каждым разом, денег все больше приходило. И все это возвращалось к нам, то есть мы получали намного больше возможностей, и мы участвовали в конкурсах, несколько раз выигрывали даже. У нашей игры сейчас, по-моему, 4 награды там. Можешь подробнее рассказать, какие награды, Адам? Была награда от NVIDIA, лучшая игра месяца. Нам подарили вот эту видеокарту на тот момент, флагманскую, дорогую. Мы ее долго получали, к сожалению. Лучшая игра месяца именно этого жанра или в какой-то Лучшая категории? игра месяца, там были представлены инди-игры вообще.
Мгм. И среди прочих наша им понравилась больше всего. Ну, как видите, да, по трейлерам еще я тут постарался, подключил, можно сказать, своего внутреннего маленького Майкла Бэя и пытался все это очень кинематографично, круто показывать. Да, ну, на Получилось. самом деле по трейлеру, трейлер затягивает и хочется скачать эту игру и поиграть в нее. Так Очень вот, круто. нам на таможне эту карту очень долго знаете, да, как это бюрократия работает. Ну, в общем, свою карту мы получили, письмо даже было от них такое теплое очень, с поздравлениями, с пожеланиями. Была такая особа, Аманда Бот называлась, она вот, в общем, вела новости все по Unreal. Мы каждый раз новости смотрели, там вот это Аманда Бот, и вдруг уже от ее имени к нам письмо такое пришло. То есть получилось так, что письмо от самой Аманды Бот у нас на столе лежало вместе с видеокартой. Затем были награды в Питере у нас, номинация была, то есть мы номинировались. Последняя награда от Epic Games там совместно с Кефиром, еще кое-какие компании, где Хадис выезжал, он получил эту награду, да. Мы получили возможность разработать прототип для компании Wargaming на сумму до $100 тысяч. Мы с ними работали. Wargaming – это те, что делают танки, World of Tanks, World of Warship там, и так далее. Да. В общем, белорусы оказались очень приятные люди, с ними было очень приятно работать. У нас было определенное... Мы выбрали, ну, выделили срок, то есть мы посидели, посовещались, порассчитывали, получилось. Нам дается 4 месяца, необходимая сумма, и мы будем разрабатывать прототип мобильной игры для них. Идею мы либо слушаем из того, что у них есть там в сундуке, или что-нибудь свое. Да, свою можем предложить. То есть они были вот, что мне очень понравилось, да, у них не было такого, что ни шагу налево, ни шагу направо, вы будете просто руками. Нет, они наоборот были открытыми, то есть давайте, рассказывайте, нам нравится то, что вы рассказываете, нам нравятся ваши идеи. Ну и мы, конечно, решили разгуляться там, предложили то одни идеи, то другие идеи. Некоторые идеи были от... Они $100 тысяч платили чисто за прототип, правильно? Да, это было не ровно 100 тысяч, то есть ты сначала пишешь смету, плюс-минус. говоришь, вот мне понадобится столько, и если это не больше, чем $100 тысяч, то, пожалуйста, без вопросов. То есть не было такого, что нам надо было выбивать из них эту каждую копейку, вообще без проблем. Надо, вот вам, все. Главное, чтобы на бумажке. Модель у них как построена? То есть, получается, они некоторым ребятам, таким командам дают эти деньги для того, чтобы прототипы разрабатывать, и на выходе, если какой-то прототип их устраивает, они дальше дают как бы свет, да, этой игре? Да, то есть дальше разрабатывают уже те же ребята, так как они все начали, они же То есть, и если они продолжают. выбрали, они могут сказать, этот прототип мы не будем разрабатывать, могут отложить его, выбрать. Да, Всё. все верно. Так вот, деньги поступали помесячно, то есть мы должны были раз в месяц предоставить проделанную работу. Если все нормально, продолжаем дальше. И был очень колоссальный опыт, да. К сожалению, не могу пока раскрывать подробности этого прототипа, но Вы до сих пор работаете, да, над ним? Да, ну, мы не работаем, но на какое-то время, то есть, так как этот проект остается за ними, и все на него права, Всё мы понятно. подписали там бумажки все эти, ну, в общем. И суть была в том, что когда ты делаешь игру на мобилке, и вот этот вот свайп пальцем, он очень... мобилка сама очень ограниченная по, как бы это сказать, по возможностям... Управление, да. Это тебе не какой-то геймпад, не клавиатура с сотней кнопок. Там у тебя свайп и свайп. Все, вот все, что ты можешь делать. А ты пытаешься сделать интересную, не скучную игру. И мы, в общем, там наколдовали этих свайпов. То есть у нас был свайп, двойной свайп, там, тап, удержание тапа, свайп и тап. Мы расписали всю эту сетку на доске. То есть первый месяц у нас уже работа был проделан, все шло нормально. Мы расписали вот эту сетку всевозможных рун, я бы даже сказал, на доске. Я посмотрел, я понял, что это невозможно человеку запомнить. Это будет очень ужасно, сложно человеку держать все это в голове и при этом пытаться наслаждаться игрой.
надо было все менять кардинально. Это был очень решительный, рискованный, в то же время смелый шаг с нашей стороны. И мы думали, наконец придумали очень такую мощную модель управления через Swipe, при этом не лишая всех прелестей той самой игры. И вот мы с ними связались и презентовали им вот это вот внесение этого изменения. Их все устроило. И нам оставалось только не потерять свои сроки. Получилось... В общем, мы уложились в сроки. Дополнительно пришлось еще месяц примерно, да, взять. Но они были открыты, они говорили, что это нормально. Что бывает там плюс-минус месяц, даже больше. Очень сложно предугадать, что будет в такой индустрии. И вот скажу даже больше, они были в восторге от того, как мы работали, потому что мы-то как думали, большая фирма, там, это такая большая ответственность, нельзя там ни на секунду опоздать, нельзя ничего неправильно сделать. А оказалось, что там как раз такой же... А работали вы там? Вы не здесь? Нет, мы работали здесь, да, но удаленно, как бы связывали, держали постоянную связь. Потом у них там шли в то же время дворцовые перевороты в Минске и так далее. Знать. Было такое настроение, не у всех было одинаково праздничное настроение, скажем. Вот, и, в общем, они были в восторге о том, как от хорошо, рабочего процесса? Или от того, как мы отрабатывали, как мы успевали, как четко всю эту продуктивность, в общем, построили. Как обычно мы перестарались больше нужного, и на выходе это было оценено, и мы у них по сегодняшний день на хорошем счету. Проект был с нашей стороны закончен, передан, и он у них остается там на рассмотрении. А его вы на каком движке делали? Мы все тот же Unreal. Все на Unreal, да? То есть мобильное тоже, в принципе, вполне нормально на Unreal. Все нормально. Нет смысла переучиваться там, если только заказчик не скажет, вот мне очень важно именно на таком-то инструменте что-то сделать. В остальном Unreal, он очень многозадачный. Вы видели ролики наши, которые мы делали, башни там и так далее. Все тот же Unreal. Unreal сейчас очень плотно вошел и в киноиндустрию, и в игроиндустрию. Вообще... вот сейчас пятый Unreal это вообще... Пятый Unreal большую революцию, инновацию сделал. То есть, когда казалось, что игры уже ничем не могут удивить, Unreal показал, что у них там целые тома этих инженерных решений, логики, как они к этому пришли. То есть это все открыто, в открытом доступе. Они даже кое-какие награды свои за это получили. Что-то феноменальное, если вот посмотреть даже ролики, просто которые на Unreal 5. Это... Да, особенно когда ты понимаешь, что это все происходит, то есть это не записанное видео, а прямо сейчас твой средненький компьютер без проблем справляется со всей этой картинкой. Чтобы вы знали, да, запечка света, например, вот вы ставите лампочку в игре, и вот этот вот свет, который он должен... Свет, он как фотоны в физике, да, в квантовой физике. То есть это такие же резиновые мячики, которые отскакивают от всех поверхностей. Тем самым свет заполняет комнату. В играх примерно такая же математика была. Свет должен был отскакивать от поверхностей, то есть залетать, заполнять все пространство более или менее в соответствии со всеми правилами этой физики. На это очень тяжелые расчеты уходили. Раньше это было невозможно. И поэтому разработчики запекали свет, то есть они прям на текстуре его зарисовывали, несколько часов у них сначала это все просчитывалось, потом они на текстуру прям наносили вот этот вот окрашенный участок, скажем так, то есть, чтобы проще подсвечен, понять, да. Допустим, здесь тень должна быть, они вот темнее делают сразу. Потом сама лампочка удаляется, а текстура уже окрашена, как будто она подсвечена в этом месте. И происходит не настоящее подсвечивание, а псевдоподсвечивание, но тени в этих местах реальными быть не могли. Если бы вы там какой-то предмет подвигали в игре, у него не было бы конкретной тени, либо было бы размытое пятно, либо не было бы тени вообще. А сейчас это делается прям на лету, на глазах, без вообще. Сейчас это заслуга, по-моему, RTX, нет? Не NVIDIA заслуга это. RTX практически ничего не привнес туда. Эта технология уже была до них, до NVIDIA была, до прочих. Просто они ее, наконец,
вывели, Ну, они под сделали... карты оптимизировали. Да, то есть раньше карта пыталась рассчитать все, а теперь отдельный чипсет будет только за свет отвечать, и ничто ее больше не будет отвлекать. Поэтому стала доступна такая возможность. Но надо понимать, и для справедливости ради надо сказать, что все-таки это ПБР, все-таки это не физически достоверное, то есть не 100% достоверное освещение, поэтому оно пока еще с небольшой халтурой просчитывается, но намного более приближенно к настоящему и в то же время очень быстро. Если вы будете в каком-нибудь там, не знаю, 3D Max на сложных рендерах считать, то это все еще процедура непростая. Адам, расскажи, какими командными скиллами нужно обладать, чтобы реализовать эту игру? То есть нужен программист, какие языки программирования нужно знать, нужен там дизайнер, тот, кто моделирует все это, какие скиллы должны быть? Так как в Unreal есть возможность визуального программирования, то едва ли можно обладать скиллами именно такого серьезного программиста. Достаточно складывать блоки и понимать, что одно действие идет за другим. И главный скилл, который у вас должен быть, как у программиста, это умение, понимание того, как думает компьютер, да. То есть компьютер думает, есть или нет, если нет, то так, если есть, то так. То есть вот как-то так. Если человек понимает мышление, логику компьютера, то дальше уже он может через визуальное программирование. Но полноценным программистам это, конечно, приветствуется. Ты так только лучше и оптимизирование сделаешь свой проект намного. Ну, Также там есть возможность ковыряться в коде, да, в самом? Да, есть возможность ковыряться в коде, то есть если у тебя есть такой скилл, то ты можешь себе еще лучше делать. А если нету скилла, если ты просто школьник, то вполне себе ты можешь также игру собрать, и никто тебе не мешает. Нужен дизайнер, конечно, нужен дизайнер, и причем это должен быть не просто там художник классический, а желательно, чтобы это был технический дизайнер. Даже просто графического дизайна будет недостаточно. То есть если ты рисовал там раньше всякие баннеры, рекламы, верстку всякую, это все, это, конечно, хорошо для тебя, но тут тебе надо будет немного во что-то новое перейти и понять уже, как устроены текстуры, как устроен 3D-мир, что такое оптимизация текстур, что такое физика, освещение там и так далее. Вообще очень интересная. Ну вот ты дизайном занимаешься, допустим, но ты именно в моделировании, да, ты имеешь в виду в данном случае? То есть работа в каких-то 3D-редакторах? Да, работа в 3D-редакторах, но при этом я еще занимаюсь и графическим дизайном. То есть у меня сначала был графический дизайн, и мне это очень сильно помогло войти в 3D-мир. Сразу прыгать в 3D-мир немного возможно, но сложновато будет. Есть вещи, основы, которые лучше понимать еще тогда. То есть что такое пиксель, да, что такое окраска пикселя, там, перекраска его в реальном времени и так далее. Потом уже начинается, что такое полигон, почему их, если много, то компьютер зависает и так далее. В общем, можно, но я не советую. Лучше по порядку, как и во всем остальном. Так, кто еще нам нужен? Еще вам нужен, если, конечно, он у вас, такого найти будет сложно, проект-менеджер. Очень важная персона в вашей команде, особенно с нашим менталитетом. Если вы... У вас это Гелани, я так понимаю, правильно? У нас это не Гелани, это я сейчас скажу. Мы скорее все к этому пришли. То есть бывают такие моменты, когда, так как у вас это общее детище, да, Гелани у нас хоть и директор, но у нас так сложилось, что мы практически на равных, да, на бумажках у нас есть должности, но мы на равных, кто-то может с кем-то не согласиться, кто-то на кого-то может обидеться, саботировать, бойкотировать, тут все это есть. И вот чтобы общий проект не встал из-за того, что у кого-то там не то настроение или там не то представление о нашем проекте, нам пришлось учиться доносить свою мысль до тех пор, пока все ее также не поймут, как и ты ее понимаешь, и не увидят ее так же, как ты ее видишь. До тех пор было очень сложно. Там, я вижу, например, что
одно какое-нибудь оружие, оно очень нелепое или там очень неправильное. Но ничего, кроме там психов, обид, криков, я не мог сделать, то есть не мог объяснить. И да, постарел, поумнел, теперь понимаю, что нужно спокойно или объяснить, а если ты не можешь это объяснить, значит, это не так, значит, тебе так кажется, значит, твой товар на самом деле не так хорош, как тебе кажется. И либо я понимаю и отступаю назад, либо я все-таки доношу, убеждаю, и все начинают тебя уже так понимать так, как ты этого хочешь. И со временем это и твой статус тоже меняет. То есть через какое-то время тебе уже просто так верят, да? Ты сказал, что это плохая идея. Все понимают, что, скорее всего, это так и есть, потому что ты доказал уже, что ты ерунду говорить не будешь. И вот мы все выросли в этом плане, все выросли. А так вообще лучше изначально такого крутого чувака иметь, который при этом еще и будет психологом, да, кого надо успокоить, кого надо там его мнение перенаправить, изменить безболезненно. В общем, вот в компании Valve, да, которая Steam там владеет, да, Half-Life, кто играл, вот у них по сегодняшний день есть такая, ну, не традиция, но как они поступают. В какой-то момент у них бардак вырастает до такого уровня, что они нанимают этого крутого, дорогого чувака, он приходит, приводит там все в порядок, и они его после этого увольняют. То есть зачем ему платить, когда он не нужен? Когда нужен будет, приведут, еще раз заплатят. И все. И какое-то время там вот вроде все работают, и даже отличные проекты могут делать. Командная работа то же самое, что и в футболе. То есть нет менеджера, какой бы у вас там не было, я не знаю, Юнайтед или как их там, не получится у вас забивать голы, если у вас нет хорошего менеджера, который умеет объяснять, дирижировать всем этим. Так что не поскупитесь, скиньтесь на хорошего менеджера, который умеет с людьми общаться и доводить свою мысль правильно. Ну, это действительно очень хороший совет. Менеджеры чуть ли не ключевая фигура в любой команде. Адам, давай поговорим про самое интересное. Наверное, всех это интересует. Давай поговорим о деньгах. Как у вас дела с продажами? И как ты считаешь, приносит ли вам эта игра достаточный заработок, чтобы не думать вообще о дополнительном заработке и сконцентрироваться на развитии этой игры? Можно было бы коротко ответить, да, если я не работаю где-нибудь в правительстве все это время, у меня семья, жена, 3 дочери, снимаю квартиру, езжу на машине, то я уже все-таки, я думаю, обеспечиваюсь хоть как-нибудь. Но скажу больше, что несмотря на то, что именно данный проект у нас сейчас на паузе стоит, у нас просто, ну, не было ни времени, ни даже желания, честно говоря. В какой-то момент ты уже наедаешься, тебе хочется чуть-чуть отдохнуть. Мы переключились там на проекты вот этих башен, еще чего-то. Это такие, у нас бывают иногда небольшие временные реабилитации, когда мы переключаемся на что-то постороннее и подрабатываем на стороне. При этом сама игра, несмотря на то, что она лежит незаконченно, лежит в раннем доступе, она там капает нам. Игровая индустрия способна обеспечить тебя деньгами. Да, есть такие колоссальные сверхприбыли, когда ты с ума сходить начинаешь от денег, но это единичные случаи, и гнаться за ними это лучше не делать. То есть лучше не пытаться всем там делать батл роял или еще что-то. Лучше делайте свою игру, и у вас всегда будет клиент, именно любитель. Вот как у нашей игры уже сложилось небольшое комьюнити без рекламы, без того, что мы нигде, при том, что мы нигде обычно о себе не говорим. Мощное комьюнити, которое просто с ума сходит от этой игры, и мы побеждать даже нас, мы как-то командой пытались сразиться, у нас в пух и прах просто разносили. Вот смотри, я сегодня его установил, да. Пополнил ваш кошелек на 92 рубля. Спасибо. Это Мне главное, кажется, это я пополнил же, брат. Это для нас самое главное внимание. И смотри, в данный момент игра как бы стоит простой. С 2020 года, с июля, я вижу, там обновлений нету. Да, все верно. 1 человек в день, 1-2 человека.
Все То есть, верно. если вот А, так будет стоять, там уже какие-то жалобы в комментариях, дальше как бы, почему она стоит на месте, я понял, то есть вам время какое-то нужно отдохнуть, но почему не да. реабилитировать? Потому что если он долго пролежит, он как бы, я думаю, потихоньку и завтра Это забудется. хороший вопрос, давай я тебе отвечу. Мгм. Я думаю, что всем любителям или желающим начинать индустрию очень важно будет знать эти вещи. Так. Дело в том, что как раз с пандемией оно все в простой ушло, мы переключились на другие проекты. У нас проекты один за другим занимали нас, то есть мы не могли никак освободиться. И команду мы расширять только сейчас начали кого-то обучать, расширять, набирать себе дополнительных работников. И при этом нужно оплачивать сервера, то есть есть некие сервера, чтобы игроки могли друг с другом играть. И сервера, чем они мощнее и объемнее, тем они стоят дороже. Так как игра еще не закончена, у нас не было смысла покупать какие-то большие сервера, потому что них нужно каждый месяц оплачивать. Поэтому мы не делали рекламу и не стали продлевать наши сервера. У нас где-то в одном из конкурсов нам даже дали на сколько-то месяцев сервера бесплатные. Мы их как бы подключили, вот они там и стояли. На данный момент сервера у игры не работают. Если, Джабраил, ты только что играл, и, возможно, Мгм. тебе где-то показалось, что ты с игроками играешь, что это не так. Не-не-не, там нет даже варианта выбора в онлайн, я не могу зайти никак. Да, это Мгм. все наши боты. Да, мы постарались сделать их такими же хитроумными, как это были бы люди, и постарались дать им имена, которые выбирают обычно себе люди. И я Мгм. даже больше скажу, если я сейчас в игру зайду, то я в некоторых случаях буду думать, ну, если меня не предупредить, конечно, я буду думать, все-таки я сейчас с ботом играю или с человеком реально, потому что я уже сам забыл, какие имена мы им дали. И с самих ботов у нас была задача сделать таких ботов, с которыми будет не скучно. И мы их сделали. Единственное ограничение то, что человек понимает, что это бот. И только одно это сильно отталкивает человека, то есть не дает ему насладиться полноценно. Сейчас у нас предстоит работа над налаживанием возможностей, над включением серверов, то есть это наш дальнейший этап, мы будем закруглять все это. Небольшой мультиплеер ведем. В У принципе, нас у вас все готово, правильно? То есть У нас есть все что-то, готово, что да. У осталось. нас была идея большого, крутого мультиплеера, чуть ли Мгм. не инновационного. Но так Так. как нужно закругляться, у нас сейчас есть вариант сделать попроще мультиплеер. И еще одна большая проблема, большой подводный камень. Так как мы когда-то выложили эту игру в ранний доступ, и люди на данный момент могут ее покупать, играть, то очень сложно привлечь инвесторов. То есть инвесторы на этом же этапе отваливаются. Все их устраивает, все замечательно. Вот они только именно такое искали. Но как доходит дело до того, что игра уже выложена, и теперь трудно будет ее дальше крутить, раскручивать, это сильно отсекает. Сейчас Ну, есть в они воздухе видят так... будто бы долгострой, да, типа вот какой Нет, долгострой. нет, даже не долгострой. Они знают, что если они дадут деньги, то долгострой Мгм. быстро закончится. Ага. Просто в рамках именно рекламирования, раскрутки, это уже не будет чем-то свежим и Ну, внезапным, да. да, как ты Ага. не сделаешь такого громкого анонса. И Ага. они все выезжают на анонсах. Если вы заметили, если выходит крупная игра, она не появляется там первые 2-3 дня, а то и неделю в торрентах. То есть они даже Ага. готовы хакерам платить, лишь бы ее не взламывали первые 7 дней, потому что 50% продаж происходит в первые 7 дней. А потом Ага. уже в течение года они добирают еще вторую половину дохода, то есть вторые Ну, так в 50%. вашем случае игра же все равно в раннем доступе, она Мгм. еще финальной версии-то нет, в принципе. Не Она в могли в раннем раннем доступе доступе брать. 10 тысяч закачек уже. И Мгм. делать вот этот вот бум сейчас даже я бы не подписался. А вот Да, Crossout, Адам, ты говорил, что эта игра тоже с большой историей, ее создавали не сейчас, наверное, да? да. Но именно вот маркетинг, реклама, он пошел, наверное, только недавно. Их опыт вроде бы показывает, что все-таки можно в какой-то момент внезапно начинать делать рекламу. Нет, Crossout, она была сначала, по-моему, они даже вторую версию этого Crossout, как помните,
с Overwatch было. То есть был Overwatch, потом появился, так не вышел до конца Overwatch, появился вдруг Overwatch 2. То есть у нас сейчас есть такой вариант. Закруглить Дизельганс и анонсировать Дизельганс 2 на бумаге. И уже потом искать инвесторов. На это у нас намного больше шансов будет при таком раскладе. И Crossout практически по той же дорожке прошел. Сначала они пробовали себя, нащупывали рынок, да, но потом надо было уже с громким анонсом, уже явно зная свой рынок, появляться. А ты не считаешь Crossout прямым конкурентом вашим? Он не отбирает у вас ваших игрок? Нет, он не прямой конкурент. Он прямой конкурент, разве что танкам. Потому что в играх в таких аркадных есть может, я понятие, как путаю? шустрые. Я, наверное, путаю. Я имею в виду не танки, а вот часто реклама бывает. Такая же игра, где вот на тачке Да. Я объясню, почему он им конкурент. Дело в том, что там очень медленный геймплей, как и в танках. То есть у нас шустрый геймплей. Вот в этом разница. Не смотри на то, что в игре нарисовано. То есть у меня могут быть человечки, у тебя могут быть человечки, но это не значит, что мы друг другу конкуренты. Мои могут быстро бегать, прыгать, у меня Fortnite, а у тебя какая-то там осторожная там колда, например, Call of Duty, да? Мы абсолютно разные игры, несмотря на то, что оба шутера и так далее. Честно говоря, вот если меня сказали бы сравнить, я бы сказал, это вот у вас они конкуренты. То есть они очень похожи, игры по концепции. По концепции, да. Вот тяжело по динамике. Скорее всего, есть Газгузлерс игра, вот они наши конкуренты. Есть Twisted Metal, Vigilante 8. Она до сих пор существует? Она у некоторых любителей, в некоторых кругах через костыли они пытаются играть, есть. Но сейчас компания Sony где-то там на уровне слухов анонсировала, что они будут ремастеры делать своих Twisted Metal. Мало того, они даже сериал по этой вселенной будут снимать. Так что жанр... Вам нужно торопиться тогда, получается, с продвижением игры до того, как они все это... Возможно, грядет очень большая бесплатная реклама для нас, да, все, кто будет искать Twisted Metal, там, слышать про него, так или иначе могут цеплять и нас, это возможно, но это не факт, то есть я пока еще не знаю, как там все работает, но тем не менее, конечно, лучше всего для нам к тому времени уже закруглиться и действительно что-то для второго варианта приготовить на бумажке там. У нас на самом деле очень богатая вселенная, есть очень много работы, и мы ее все-таки перенесли на такую псевдо-вторую часть. То есть мы, если будем делать, то это уже во второй части все это. У вас были, Адам, такие моменты, когда хочется, когда ты устаешь от этого, все это надоедает, хочется Он об этом бросить сказал. эту игру, да, и заняться другой игрой? Или, может быть, вообще чем-то? Были, конечно. Творческая деятельность вообще очень токсична в плане выгорания. Дело в том, что если бы ты работал, например, в правительстве, я не знаю, где там еще можно работать, на скучной работе, и ты будешь приходить домой к семье, ты с удовольствием будешь из головы выкидывать работу, прям с удовольствием. Но с творческой работой так сделать нельзя. Ты о ней думаешь, когда спишь, купаешься, плачешь, отдыхаешь, она у тебя из головы не уходит, она тебя выжигает просто. Наши коллеги там с Европы, по-моему, США, Европу не помню, есть случаи, когда госпитализировали прям с работы, носили на носилках людей, настолько выгорали. И она, да, очень токсична, поэтому здесь нужно очень быстро что-то, концепт собрать и уже усаживать работников и стараться как бы абстрагироваться, и периодически манипулируя командой, там, проверяя ход событий, и самому держать голову в холодном ведре, так сказать. Вот. Сейчас мы, например, делаем другую игру, VR. То есть, вы знаете, да, вот эти ребята, которые у нас VR дают на прокат, они с нами связались, вышли на нас, и мы для них делаем одну игру. С легким анонсом могу сказать, это что-то в антураже наших башен, но при этом это будет физический пазл. Вы будете где-то вот в этих замках, и вам надо будет там, не знаю, открыть дверь, решить какие-то физические задачки, там, толкнуть что-то, подпереть что-то.
И да, там появляются новые интересные проблемы, которых мы не встретили бы здесь. И очень любопытно бывает такие проблемы решать. То есть сами проблемы уже тебя мотивируют. Вот, например, чтобы было понятнее, скажу. Есть такой пазл, где в этой игре, где тебе надо будет какую-то дверь открыть. Пока ты ее не откроешь, ты не сможешь попасть в комнату. Но так как на тебе шлем виртуальной реальности, и ты можешь просто в комнате сделать несколько шагов, ты можешь пройти сквозь все стены и оказаться в этой комнате. И вот нам приходится решать эти задачи, смотреть, как бы не дать игроку ломать геймплей, то есть, ну и так далее, в общем. Вот такого рода проблемы новые появляются. Получается, сейчас, Берт, секундочку, получается, вы сейчас на данный момент живете вот другими проектами, да? Вот именно Diesel Guns пока вот так вот. Diesel Guns, да, пока в подвешенном состоянии, но мы уже вот сегодня, вчера обсуждали дальнейшее действие с Diesel Guns, и пока тем временем мы работаем над проектами башен и VR-игры, названий которой пока нет. Вы используете, вот, многие уже, наверное, видели 3D-башни ингушские, различные башенные комплексы. Вы эти наработки уже используете, да, для игры? Нет, для игр они нам не пригождаются. В то, что мы сейчас делаем, приходится все делать по новой, потому что тогда мы не знали и делали башни, которые должны хорошо смотреться на видео, и все. Но во время игр, в геймплее, они пришли в непригодность. А теперь, когда мы делаем игру, тут уже нужно с другой стороны думать. То есть подходит ли та или иная стена, та или иная дверь для того, чтобы с ней можно было напрямую взаимодействовать. Тем более, если вы в виртуальных очках, это все прямо ощущается на реалистичном уровне. То есть эта дверь не в экране, она прямо сейчас и перед тобой. И если с ней что-то будет хотя бы не так, ты очень сильно будешь резонировать от этого, ты будешь очень сильно ощущать эту неправильность. То есть на экране условности еще более-менее прощаются, но в VR очень трудно это простить бывает. А вы собираетесь... В плане детализации ты имеешь в виду? Или в плане детализации, физики, поведения даже. Физики. Да? Если ты бросил яблоко, а оно у тебя из рук вылетело чуть позже, чем в жизни, то это уже ужасно, невыносимо. То есть ты и гранату в окно не закинешь там в шутере каком-нибудь и так далее. Новая версия Unreal, она вышла уже? Вы собираетесь на нее переходить? Или новая версия Unreal вышла в тестовом раннем доступе. Полноценно она, по-моему, с Нового года выходит. Но я бы себе, например, не рекомендовал сразу выходить, пока хотя бы годик надо ему дать, чтобы он по всем своим недочетам прошелся. Вся эта сырость обкаталась всеми пользователями первичными, да. Потому что, когда вы делаете серьезный проект, там очень не надо, чтобы были какие-то баги, глюки и недочеты в самом движке. Это очень мешает. Поэтому лучше всего на более-менее стабильных инструментах работать. Понятно. Адам, мы уже больше часа прошло, я думаю, уже пора нам давай под конец короткие вопросы, быстрые ответы. Давай. Да, вот хотел один вопрос, если можно, я спрошу. Вот ты, Адам, как геймдизайнер, у тебя не было мысли устроиться куда-нибудь? Вообще не было такой цели устроиться на работу в крупную игровую фирму геймдизайнером? Ведь, насколько я знаю, сейчас очень востребованные специалисты, геймдизайнеры. И ты думал об этом вообще? Я думал, когда-то я даже пытался, но сейчас я понимаю, что лучше сидеть в небольшом закутке и иметь больше возможностей, чем там ты будешь сидеть где-то на дне, и как творческому человеку тебе не будут давать нормально реализовываться и проявлять себя. Это будет тебя разрушать и давить. Ну, возможно, ты там получил бы опыт какой-то, который потом ты мог бы уже использовать. Я бы получил там опыт слушаться старших и убирать свое мнение куда подальше. Вот этот опыт бы я там точно получил. А здесь я не ограничен, могу разгуляться хоть на все стороны. И
Тем самым многие даже из крупных фирм уходят в собственные инди-фирмы небольшие. Такой вопрос. Как вы на белорусов вышли? Или они на вас вышли? Они вышли на нас в том самом конкурсе, в номинации от них. Победили мы, им очень понравилось, как мы сделали То есть продакшн. вы участвовали в их конкурсе? Да, мы участвовали, мы туда пришли, и они нас награждали. Им понравилось, как мы представили то, что мы сделали. Но им еще предстояло узнать, как мы работаем, как мы создаем идеи. Всё. Но после того, как мы с ними поработали, они это тоже узнали. Так что они вообще в восторге от нас. Мы прорекламировали Ингушетию как могли, так что теперь немного белорусов знают о многих ингушах. Так. Веб, ты будешь задавать по очереди? Да, ну, такой вопрос. Вы где происходит ваша работа? Вы какой-то офис арендуете или вы из дома работаете? Начинали, конечно, как все с офисов, но оказалось это неудобно. Во-первых, надо было ездить, дорога большая, кто-то дальше, кто-то ближе живет. Потом время много уходит. Пробуждение твоей творческой активности больше в темное время суток происходит. В общем, по затратам и так далее, и так далее. В итоге пришло к тому, что мы стали снимать обычную квартиру под офис и проводить здесь время, потом, как дембели, да, уезжать домой. Кто-то домой уезжает, кто-то здесь на вахте. Потом снова собираемся. У нас свой график, да, когда у нас выходной, когда мы собираемся, работаем. Кто живет близко, тот может каждый день отлучаться. Кто подальше, тот может несколько ночей проводить. И никто нас не беспокоит. У нас работа не с клиентами, поэтому закрылись и работаем. Очень удобно. Это единственное, на чем мы сейчас остановились из всех моделей, возможных, перепробованных нами. Да, это... Так, есть вопрос, да. Жабел? Есть. Дизель Ганс мы увидим когда-нибудь выпущенным, как думаешь? Если да, то когда? Иншаллах, увидите. Дайте нам еще несколько месяцев. Я бы хотел сказать 3 месяца, но я боюсь, что 3 месяца могут в 6 месяцев превратиться. Поэтому, ну, в ближайшее, скажем так, время я сам лоббирую сейчас вопрос того, чтобы это протолкнуть, побыстрее закруглить и уже полноценно идти дальше, и чтобы нас это не держало на одном месте. Потому что у нас много проектов. У нас много проектов еще ждут своего времени. Ты говорил на данный момент 10 тысяч, да, покупок в Steam? Да, более 10 тысяч даже. Это в принципе, как только вы в релиз пустите, они смогут начать играть. Они все могут начать играть. Но вы должны понимать, что каждый год на рынок приходят новые люди. То есть новые школьники вдруг стали большими, и новые люди открыли для себя компьютерные игры. И вот эта вот партия новых людей, она каждый год приходит и приходит. Так что тут бояться нечего. 10 тысяч человек мы не потеряли. Делаете ли вы какую-нибудь рекламу сейчас, чтобы как-то поддерживать продажи или увеличивать их? Или нет, вовсе нет. Наоборот, мы даже пытаемся ее подавлять всевозможными образами, да. Вот единственное, я вышел сегодня с вами на связи, рассказал что-то, и то с учетом, что это на местном уровне, да, наши услышат. Так, пока она не завершена, смысла нету ее рекламировать. Иначе люди придут, увидят что-то незаконченное, уйдут. Вот тогда их вернуть будет очень сложно. В некоторых случаях даже невозможно. Поэтому нужно сначала завершить, и потом только делать какую-то рекламу и так далее. Есть вопрос, Жабрал? Да. Какие-то ошибки, которые вы допускали в процессе разработки вот, в течение всего существования вашей команды? Ошибки, что не стоило делать или что стоит делать? Такие рекомендации для новоиспеченных? Самая большая ошибка, наверное, то, что я уже озвучил, то, что мы ее выложили раньше времени. Но ее можно простить, сказав, что мы тогда были ноунеймами, да, нас никто не знал, и с нами бы и так ни одна крупная издательская компания не стала бы работать. Вот сейчас следующие свои проекты мы уже будем на бумагах держать до поры до времени, пока мы будем обсуждать вопросы с издателями. И уже только потом будем их выкладывать. Это одна ошибка. Вторая ошибка – то, что у нас не было конкретного менеджмента и подхода. Мы очень творчески подходили и лепили каждый день
что-то новое, не знали, на чем стоит остановиться, когда стоит остановиться и так далее. И это все растягивалось и затягивалось. То есть планировать нужно работу, ты имеешь в виду, правильно? Планировать нужно. Я не скажу, конечно, что жестко-прижестко, но в основном скелет должен быть. Должен быть каркас, который так или иначе будет вас удерживать. И сроки должны быть, и основные идеи должны быть расписаны, разрисованы. Желательно вообще, чтобы они у вас перед глазами, на стене, на доске были. Таким образом надо работать. Адам, вопрос в чате, я еще добавлю от тебя. Спрашивают, есть ли в каком-либо направлении гейм-разработки дефицит специалистов? И от меня я добавлю, советуешь ли ты вообще нашей молодежи идти в это направление разработки? Во-первых, дефицит большущий, потому что, как я сказал, игровую индустрию очень сильно раздуло. Те 160 миллиардов долларов, они проходят мимо нашей республики. Они могли хоть немного к нам затекать. Вот даже те же 10 тысяч, 100 тысяч долларов, они пришли в нашу республику. Так ведь? Мы их никуда не экспортировали, а наоборот импортировали. Значит, они теперь гуляют по республике, эти деньги. Таким образом, например, маленькая страна Финляндия очень сильно сосредоточена на играх. И очень большой приток денег у них только через игры. Также и мы могли бы у себя сделать немало игровых фирм и приносить большие деньги именно в долларах в нашу республику. Дефицит, например, в Турции, да, с айтишниками очень туго. Кстати, турецкие есть игровые компании, которые тоже не последнее место на мировой арене занимают. Вот. Так что эта индустрия сейчас растет, а пока она растет, места всегда будут. И мест очень много, и все они разные. Кто-то текстурщик, кто-то там архитектор, кто-то там левел-дизайнер и так далее. Есть ли места у вас, есть ли какие-то вакансии именно в вашей команде? Собираетесь ли вы расширять свою команду? И вы вообще планируете развиваться как игровая компания? Мы собираемся расширяться, мы собираемся создавать дополнительные отдельные отделы. На данный момент, конечно, все вакансии мы уже заняли, но мы так поэтапно раздуваемся. То есть в какой-то момент мы делаем шаг, и нас становится больше. И так далее, и до следующего шага. То есть на данный момент вы готовы принять каких-нибудь ребят, которые вот хотят обучаться, какие-то энтузиасты бывают? Ну или уже опытных ребят, которые уже знают. Именно сейчас все вакансии по проектам заняты. Вот когда мы займемся другими проектами, там будет видно, кого нам не хватает. Так что сейчас не могу сказать, что это однозначно да или однозначно нет. Однако могу сказать, что в будущем, скорее всего, будет все больше мест появляться. Но я бы хотел, чтобы не все шли именно к нам. То есть даже если бы я здесь не работал, я не хочу, чтобы одна фирма превращалась в какую-то раздутую, неподвижную корову. Лучше пусть будет много мелких фирм, и они обмениваются опытом. Вот для обмена опытом мы открыты, как никто другой в нашей республике. Хаваш спрашивает, когда ждать Tribe A игр? Я вообще не знаю, что это такое, но... AAA игр он имеет в виду, да, это такое, типа, уровень качества игр, самые такие, да, то, что Ubisoft делает. Когда ждать? Во-первых, это о бюджете. AAA это все-таки связано с деньгами. И даже, например... Ни одна инди-студия не делает AAA-проекты. Да, AAA это неоправданно дорогие вещи. Когда ты инди-студия, и твои игры могут настолько быть любимыми и скачиваемыми, и покупаемыми игроками, как AAA игры, то зачем тебе еще вбухивать туда деньги, брать каких-то ненужных, дорогих специалистов? Пусть работают энтузиасты. Вот. А AAA это место уже занято, туда ворваться будет очень нелегко. Туда нужно уже с деньгами идти. Там есть уже не один десяток игроков, которые хорошо захватили этот рынок. Но они под собственным весом уже разваливаются. Там скорее финансы впереди идут, паровозы. Там идут финансы. Мало того, я вам даже скажу, например, что происходит в компании Ubisoft французской,
которая создавала такие знаменитые игры, как Assassin's Creed там, и так далее, да, у них буквально бандитские разборки бывают иногда, да. То есть они могут и домой к тебе прийти и не очень вежливо с тобой поговорить, может быть, где-то пригрозить. Тебе надо какие-то акции отпустить, какие-то, ну, в общем, какие-то перестановки. Обычная денежная индустрия, абсолютно ничем не отличающаяся от других денежных индустрий. Разве что они делают игры и все. Такой же продукт. Кто-то покупает шампунь, кто-то покупает там одежду, кто-то покупает игры. Все. Вот вся разница. Поэтому в Там, где инди-направлениях, деньги, да. да, в инди-направлениях будущее. А наша республика замечательна тем, что мы область. То есть, находясь вы сегодня в Москве, у вас бы намного дороже обходилось бы рабочий день в офисе и даже в квартире. А здесь это намного дешевле и доступнее. Многие из Москвы даже уезжают по регионам компании, расфасовываются по регионам только из-за этого преимущества. Так что сейчас пик, ну не пик, но рост вовсю идет игровой индустрии. И мы располагаемся с вами на очень замечательном месте географически, поэтому... Идеальная среда, где может появиться компания с мировым именем. Здесь Да, да, идеальная среда, идеальное время. Идеальное время. только бы специалистов нам побольше. Все верно. Я думаю, да, даже Сейчас закруглимся. Просто если тебе порекомендовать какая-то школа для обучения, ну, в основном онлайн, наверное, то есть то, что желательно было бы пройти какую-то школу, где-то что-то, кто хочет в направлении геймдева дальше двигаться. Есть много доступного материала и без школ, то есть бесплатного. Но если у человека, например, плохо с организацией знаний, то есть правильно выстроить их поток и порядочность этих знаний, да, одно за другим, то есть кое-какие там XYZ, да, не знаю, будет ли это рекламой, XYZ, там, Skillbox, BandBand, по-моему, тоже. Что-то они объясняют в этом. Также мы, например, здесь в Solvo, я сам преподаю, скоро хотим по Unreal запустить по возможности дисциплину. И мы так на местном уровне хотим тоже обучать этому ремеслу, а там уже дальше вы можете самостоятельно развиваться. Да, я думаю, главное заинтересовать и затянуть, а дальше уже человек, я думаю... Главное дать понять человеку, что это, оказывается, было не так страшно, не так сложно. И все. Бывают ли у вас проблемы с перебоями интернета и электричеством? Это мешает вообще в работе? Мы в Магасе находимся, здесь более или менее относительно других мест. Можно сказать, что не бывает, да? А на таком уровне, что мне легче сказать, просто не бывает. И все. А сервер, на котором находится ваша игра, вы его арендуете или он находится... Да, мы его арендуем. На данный момент это стимовский сервер, но это накладывает некоторые ограничения. Например, мы не можем выйти в EGS, там, да, Epic Games или другой там GOG, другие магазины, потому что все завязано на Steam. И эта работа нам предстоит. То есть мы хотим отвязаться от этих серверов, перейти на амазоновские и стать таким кроссплатформенные сервера сделать, и все. И уже во все возможные магазины повыкидывать эту игру. Что увеличит наш поток. Есть ли у вас сайт, Адам, куда любой может зайти и ознакомиться вообще с вашей фирмой? Больнючий вопрос. Я бы его не пропустил, если бы ты мне его заранее задал, да. Как раз сейчас у нас переработка сайта идет, и все это там не только сайта, но и социальных сетей. Мы это все свернули, скрутили. К тому же у нас нет человека, который бы сидел там на вопросы все эти отвечал, вел бы все это. Поэтому мы в какой-то момент немного подзабросили, но сейчас все это пытаемся обновить, выстроить заново, и тогда будут. А так, номера телефонов и все. Как я сказал, мы пока ни с кем не контактируем, ничего такого. Сидим тихо, делаем проекты. Жабрал, у тебя остались вопросы? Нет, все, в принципе. Да, было интересно. Да, думаю, можно тогда уже завершать наш эфир. Адам Галрясхан, что пришел. Я думаю, твой опыт послужит очень большой мотивацией для молодежи. А это самое главное, самую большую пользу для общества, которое мы можем принести, это показать личный пример.
Поэтому, я думаю, многие увидят твой опыт, а многие могут и пойти по твоим стопам, по вашим стопам. В общем, Мне почему-то Хорошо. кажется, что не последняя наша беседа с Адамом будет. Да, я Скорее всего, надеюсь, да, да. будет еще что рассказать. Да, Адам есть в нашем сообществе. Все, кто нас смотрит и не знает, что есть сообщество интернет, подписывайтесь. Мы под видеороликом оставим ссылки. Подписывайтесь, рассказывайте людям о сообществе. Здесь мы вместе развиваемся. Это открытое сообщество. Если в Телеграме есть Адам, последний момент, в принципе, ты не против, Адам, если кто-то будет писать, какие-то вопросы задавать? Нет, конечно, наоборот, будет очень хорошо, даже после этого стрима, да, после этого, пусть, если у кого-то остались, если возникли вопросы, я не скажу, что я оперативно буду отвечать, но я буду стараться даже развернуто отвечать, помогать. Я отвечаю на данный момент многим, и не только ингушам, то есть из России много вопросов бывает. Мы стараемся как бы помогать. Так что мы открыты для вопросов, пожалуйста. Все, отлично. Да, все тогда. Алла Рясху, Адам, всем зрителям, всем слушателям. Я Рясхал Шана, что Ассаламу освещает алейкум. все это. Ва алейкум ассалам. Алейкум.